Газификация в регионе идет, говорят в Минстройкоме. Может, не такими быстрыми темпами, как хотелось бы, но все же за последние 5 лет голубое топливо пришло уже 242 населенных пункта, а еще почти 900 промышленных объектов и более 230 тысяч квартир республики. И сегодня эта работа не останавливается, уверяет в профильном ведомстве. Если говорить про программу газификации 2016-2020 года, утвержденную совместно с «Газпромом», «Газпром» завершает проектирование межпоселковых газопроводов, отводов. В прошлом году было несколько объектов завершено, в этом году тоже завершается проектирование, уже начинается проектирование некоторых внутрипоселковых газопроводов, например, поселок Набережный, село Часово, поселок Набережный Печорского района, село Часово Сыктывдинского района. По другим населенным пунктам в настоящее время организуется также работа по началу проектирования внутрипоселковых газопроводов. Газовики тоже говорят о росте цифр. Так, если среди потребителей в 2015-м к голубому топливу было всего 9 подключений, то через год уже более сотни. К 2018-му эта цифра выросла в 3 раза, а заявок на проведение газа подано еще больше. Тем не менее, как отмечают парламентарии, сегодня в Коме газификацию тормозят несколько факторов. Это протяженность, малонаселенность территорий и недостаточно выделяемых средств. Как раз последняя причина не позволяет некоторым муниципалитетам провести проектирование внутрипоселковых сетей. Сегодня цена этого вопроса 15 миллионов рублей. В 2017 году Минстрой району передавал дотацию в сумме почти 6 миллионов 700 как раз на проектирование этого газопровода внутрипоселкового, но нужно было проводить геодезические изыскания, то есть там еще часть затрат нести. Район не смог это сделать и вынужден был вернуть даже деньги обратно в бюджет республики. Между тем, жители Карткировского района, наверное, больше всех ждут газ в свои дома, потому как стоимость за теплоснабжение здесь самая высокая по сравнению с другими муниципалитетами. И переход на голубое топливо в буквальном смысле освободит людей от финансового ярма. Поэтому районные власти надеются, что в следующем году им все же выделят в рамках госпрограммы целевую субсидию. Депутаты обещают посодействовать. А вот у Сыктывкара другая проблема помешала начать строительство газопровода в Верхнюю Максаковку. При разработке документации здесь попросту не учли земельный статус. Получилось так, что часть газопровода высокого давления протяженностью 480 метров проходит в этом проекте в лесном квартале 62 Краснозатонского участкового лесничества. И территория отнесена это к лесопарковым зонам защитных лесов, и размещение объектов капитального строительства в данной зоне не разрешено. Сегодня столичная администрация срочно вносит изменения в правила землепользования и застройки, а также генеральный план города. По контракту этот процесс должен закончиться только в декабре. Поэтому сыктывкарские власти просят законотворцев выделенные средства на строительство газопровода включить на 2020 год. Ведь этот газ ждут тысячи домов. Елена Кононова, Олег Костромин, телеканал Юрган.